Здравствуйте, дорогие друзья! Записываю видео накануне великого праздника. Праздник Великой Октябрьской социалистической революции. Это процесс установления советской власти на территории России с октября 1917 года по март 1918 года. В результате этой революции была свергнута буржуазия, временное правительство, а власть была передана Советам рабочих и крестьян. С тех пор ежегодно отмечали этот праздник 7-8 ноября. В советское время это мы отмечали на демонстрациях, плакатами, шарами, концертные программы. Все организации выходили на улицы и прекрасным настроением дети, родители, бабушки, дедушки, отцы, мамы, дети, всеми семьями по улицам ходили, радовались, песни пели. Последние 30 лет, конечно, мы такое не наблюдаем. Последние 30 лет об этом празднике вообще практически не рассказывали. На календаре красным отмечено, но молодое поколение понятия не имеет, что за праздник, почему красный день календаря. Вот. Но все-таки, несмотря на то, что мы находимся в оккупации, статус нашей страны это колониальный, работают колониальные администрации на местах, в селах, районах, городах, областях, краях, колониальная администрация, которая служит Западу. Внешнее управление продолжается. Доказательством внешнего управления это над зданиями поднятые флаги, вот этот триколор, власовский флаг. Вот такая участь настигла нашу страну. В 1945 году победили фашизм, и вдруг в 1993 году спустили в Москве с Кремля советский флаг, коммунистическая партия коммуниста, помогли уничтожать, развалить Советский Союз. И вот таким образом хотели стереть из нашей памяти, что была революция, первая революция, которая помогла создать первую в мире страну социалистическую, Советский Союз. Хотели заставить нас забыть. Ничто не забыто, никто не забыт. Мы помним. И будем далее отмечать этот праздник. Я сейчас вам буду показывать некоторые указы, обязывающие действующие администрации колониальные, чтобы они соблюдали, исполняли и поднимали советский флаг в определенные праздничные дни. Вот указ, действующий указ Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года за номером 3018-10 о праздничных и памятных датах. Этот указ действующий. Я вам покажу скриншот, что этот указ действующий. Вот. Редакция от 31.05.2006 года действует. Это скрин из сайта Гарант. Продолжаем. Здесь указано, в каких пунктах там вносились изменения, редактировали, да? Я не буду все это зачитывать. Вы можете открыть это. Вот номер увидели. Еще раз покажу. Открыть и посмотреть. Далее мы
спускаемся вниз. Вот где внесены изменения, редакция, здесь указано вот 7 пункт, абзац 4 по 6 утратил силу. Это описано в указе президента номер 549. И вот 12 пункт, тут перечислены, какие праздничные дни в Российской Федерации. 12 пункт остался без изменений. Праздничные дни 1 января, 8 марта, 1 и 2 мая праздничные дни, 9 мая, 7 октября, 7 и 8 ноября являются нерабочими днями, праздничными. 13 пункт гласит о том, праздничные и памятные дни в соответствии с положением о государственном флаге СССР поднимается государственный флаг Союза Советских Социалистических Республик. То есть администрация, начиная с сельского, областей, краев, города, районы, должны соблюдать, исполнять этот указ президента Российской Федерации на основании, в соответствии, значит, положением о государственном флаге. Сейчас положение тоже посмотрим. Вот положение о государственном флаге. Это указ от 19 августа 1955 года об утверждении положения о государственном флаге СССР. Здесь все расписано, какого размера, ширина, все написано. Серп, молот, какое счастье флага должно быть, все описано здесь. В соответствии этим положением руководители на сегодняшний день на местах должны соблюсти этот указ. Посмотрим, как дальше будут развиваться события. Мы с вами будем наблюдать. Просто я хочу попросить вас, чтобы зафиксировали, будет ли поднят советский флаг, будут ли они исполнять, руководители на местах, указ президента Российской Федерации, будут ли саботировать, будут ли исполнять. Давайте мы наблюдаем, берем на заметку. Вы на видео фиксируйте, в каких городах, где на местах 7-8 не будут подняты флаги. Это будет говорить о многом. Патриот руководить у вас там в городе, районе, или не патриот. Будут регионы, где будут подняты флаги в эти дни. Давайте мы с вами, уважаемые осознанные граждане СССР, берем на заметку этих товарищей, потому что рано или поздно мы будем им вопрос задавать, почему они не соблюдали советские законы, почему они нарушили советскую присягу, кто присягал советскому народу. Все, даже Российская Федерация, президент Российской Федерации обязывает их праздничные дни поднимать флаг Советского Союза. Далее будем наблюдать. Пишите, пожалуйста, комментарии под этим видео, в каких регионах, как будут вести себя вот эти власти в кавычках. Очень интересно. Помогите распространять это видеообращение. От нас зависит, как будут руководители вести себя. Если мы будем напоминать им, вы можете обратиться к руководителям ваших регионов, чтобы они помнили про этот указ. Он действующий. Используйте. Вот, пожалуйста, я на экране все показала, чтобы в вашем городе тоже в эти дни был поднят советский флаг. На этом у меня все. Всего доброго, до следующих встреч. С вами была Мустафина Файруза Басимовна.